Аван-итесем. Очень удобным инструментом в словообразовательной системе чувашского языка является так называемый побудительный залог. Сравните. Понять– объяснить. Есть– кормить. Знать– сообщить. Разговаривать– разговорить. Работать– заставить работать. Смеяться– рассмешить. Проходить– проводить. Вы, наверное, обратили внимание, что все эти пары между собой как-то связаны. В первом случае действие, как правило, так или иначе обращено к самому говорящему. Во втором же случае действие направлено вне. Оно как бы побуждает к другому действию, которое заложено в первом глаголе. Если для русского языка всякий раз используется новый глагол или приставка, то для чувашского языка есть специальный аффикс тар-тер, который присоединяется к смысловому глаголу. Для того, чтобы лучше понять, что значит побудительный залог и когда его используют, лучше всего воспользоваться конструкцией «сделать так» или «способствовать тому, чтобы кто-то что-то сделал». Давайте посмотрим на вышеупомянутые глаголы. «Онлан» – понять, «онлан дар» – объяснить, то есть сделать так, чтобы кто-то понял. «Есть щи» – щидер – кормить, то есть сделать так, чтобы кто-то поел. «Пель» – знать, «пельдер» – сообщить, то есть сделать так, чтобы кто-то узнал. «Калаш» – разговаривать, «калаштар» – разговорить, то есть сделать так, чтобы кто-то заговорил, ну, например, по-чувашски. «Эшле» – работать, «эшлетер» – заставить работать, то есть сделать так, чтобы кто-то работал. Двойная «т» получилась вследствие того, что основа глагола заканчивается на гласную, а в таких случаях «т» удваивается. «Кул» – смеяться, «кулдар» – рассмешить, то есть сделать так, чтобы кто-то засмеялся. «Ирть» – проходить, «иртер» – проводить, то есть сделать так, чтобы что-то прошло. Давайте попробуем вместе перевести с чувашского некоторые такие вот глаголы. Авлан – жениться, авландар – женить. Азарга – обратить внимание, азаргаттар – предупредить. Лоплан – успокоиться, лопландар – успокоить. Тогон – надеть, тогондар – одеть. Киль – прийти, кильдер – сделать так, чтобы кто-то пришел. По контексту это может даже переводиться как «привести кого-то». Трудно подобрать отдельный глагол для русского языка в данном случае. Давайте попробуем сделать наоборот. А теперь будем переводить слова с русского на чувашский. Гореть – щун, сделать так, чтобы горело, или зажечь – щундар. Интересоваться – козаклан, сделать так, чтобы кто-то заинтересовался или было кому-то интересно – козаклантар. Объединиться – парлеш, сделать так, чтобы было объединено или объединить – парлеш-тер. Читать – вула, сделать так, чтобы кто-то почитал или прочитал – вула-тар. Аффикс тар-тер великолепен и практически универсален. Однако в чувашском языке есть и чуть более древние аффиксы с тем же побудительным значением, но несколько иные по форме. Например, аффикс «т». Лар – сидеть, ларт – усадить. Кер – войти, керть – впустить. Врень – учить или учиться самому, вренть – обучать или учить кого-то. Вре – кипеть, вреть – кипятить. Хобар – подниматься, хобарт – поднять. Палар – проявляться, появляться, выясняться. Паларт – обозначать, выявлять, намечать. Еще один аффикс ар, эр, ер. Пищ – вариться, печься, созревать. Пежер – варить или готовить что-то. Кущ – перемещаться, переезжать. Кужар – перемещать, перевозить, переводить. Виль – умирать, велер – убивать. Петь – заканчиваться, педер – заканчивать, завершать. Юк – упасть, югер – уронить, нарисовать, сфотографировать. Надо сказать, что эти два аффикса уже не используются для образования новых слов. Они как бы застыли для определенных слов. Тогда как аффикс тар-тер очень даже производителен. Более того, все эти нестандартные глаголы тоже могут присоединять аффиксы тар-тер. Ларт-тар – сделать так, чтобы что-то посадили. Керт-тер – сделать так, чтобы кого-то куда-нибудь впустили. Югер-тер – сделать так, чтобы кого-то
сфотографировали. Надо сказать, что в чувашском языке побудительный залог используется еще тогда, когда в русском это, казалось бы, и не требуется. Например, вырвать зуб мы можем сказать «шел колар» и «шел колартар». В первом случае мы сами постараемся. То есть мы сами себе вырвем зуб. Например, «эбе шел колардом». А во втором случае, скорее всего, мы пойдем к врачу, и он нам вырвет зуб. То есть мы сделаем так, чтобы зуб выдернули. «Эбе шел колартардом». И все будут знать, что это сделали не вы сами, а кто-то другой, потому что вы сделали так или способствовали тому, чтобы зуб был вырван. Стричь волосы или постричься. Мы можем сказать «щущ кас», когда мы сами себе или это делаем, или кому-нибудь пострижем волосы. И «щущ кастар», то есть делаем так, чтобы нам постригли волосы. Ну, например, в парикмахерской. То есть «эбе щущ кастардом» я сделал так, чтобы мне постригли волосы. По-русски мы обычно говорим «я постригся». То есть, если для каких-либо действий мы привлекаем кого-нибудь, то точно там побудительный залог. «Эбе массаж тудардом». Я ходил на массаж. А по-чувашски я сделал так, чтобы мне сделали массаж. Диктант «щирдар» – диктовать. То есть сделать так, чтобы кто-то написал диктант. Аффикс можно и встретить даже в таких словах, как «уттар» – идти, ехать, отправиться. То есть сделать так, чтобы кто-то зашагал, тронулся. Ну, например, я сам. «Эбе эже уттардом» – я пошел на работу, я заставил себя пойти на работу. Или «вештер» – помчаться, то есть сделать так, чтобы кто-то полетел. «Эбе вештердем» – я сам помчался. Этот залог практически может прибавляться ко всем глаголам чувашского языка. И далеко не всегда можно найти эквивалент в русском языке. Например, пар – дать, пардар – сделать так, чтобы кто-то дал. Кур – видеть, курдар – сделать так, чтобы кто-то увидел. Или показать. А ведь еще есть и другой глагол – кадарт, что на самом деле тот же самый глагол курдар, который со временем немного изменился. Паянлага пульджи, тепре куречень.